Проект ГЭВПРООН «Демонстрация устойчивого управления пастбищами в Су-Самырской долине» стартовал в 2008 году. Его работа направлена на решение проблемы деградации пастбищ, одной из острейших проблем национального масштаба для Кыргызстана. Сегодня почти 90% площадей из 11 миллионов гектаров сельхозугодий отнесены к деградированным и подверженным процессам опустынивания. Около половины пастбищных территорий Кыргызстана признаны деградированными по составу растительности и по состоянию почв. Резкое снижение поголовья скота после развала СССР привело к прекращению традиционной практики сезонного перегона скота на дальние пастбища и развалу всей инфраструктуры пастбищного хозяйства. Были заброшены горные дороги, пришли в негодность мосты и животноводческие строения. Новый рост поголовья, особенно крупного рогатого скота, привел к перевыпасу и почти полному уничтожению присельных пастбищ. Тем временем неиспользуемые отгонные пастбища изменили свой растительный состав, заросли ядовитыми кустарниками и травами, жесткой и колючей караганой. Эти изменения очень сильно отразились на благосостоянии жителей, которые вынуждены сокращать количество скота и приобретать дополнительные корма. Деградация земель – проблема не только Кыргызстана. Проект «Сусамыр» является частью инициативы стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами ИСЦАУЗР, десятилетней программы партнерства стран Центральной Азии и донорского сообщества, которая ставит своей целью всестороннее продвижение устойчивого управления земель в регионе. Главная задача проекта «Су-Самыр» – создание экономически выгодного и масштабируемого на всю страну механизма управления пастбищами, который уменьшит негативное влияние выпаса, сократит эрозию почвы и улучшит жизнь сельского населения через решение вопросов продовольственной безопасности. Су-Самырская долина – крупнейший в республике центр отгонного животноводства. Естественные угодья долины обслуживают пастбища пользователей 3 областей страны – Чуйской, Таласской и Джалалабадской. По результатам инвентаризации, проведенной проектом, Су-Самырская долина – это 472 тысячи гектаров площади, поделенные на 176 участков. Количество землепользователей – 80 аильных округов. В Су-Самырской долине присутствуют все виды сезонных пастбищ – весенне-осенние, летние и зимние. После принятия закона о пастбищах, проект «Демонстрация устойчивого управления горными пастбищами в Су-Самырской долине» на систематической основе ведет деятельность для поддержки его реализации. В рамках проекта впервые за годы независимости Кыргызстана проведено комплексное исследование пастбищ долины, определение границ участков, их инвентаризация, оценка их емкости и продуктивности. В результате были локализованы деградированные участки, и эксперты предложили пути ликвидации последствий чрезмерной антропогенной нагрузки. План выпаса скота был скорректирован с учетом коридоров миграции диких животных. На основе разработанного проектом режима управления пастбищами впервые в республике создана Ассоциация объединений пастбищепользователей Су-Самыр-Джайыт-Тары, координирующий орган всех пастбищных комитетов долины. Создана ассоциация, которая будет именно решать проблемы споров. То есть даже если в одном аильном округе пастбища имеется больше территории, а животноводов меньше, тогда можно именно по договоренности использовать именно через ассоциацию эти пастбища в интенсивном порядке. И самое главное, эффективность будет в этом. И решать деградацию, проблемы деградации тоже, естественно, будет легче. Поэтому данный опыт надо распространять по всей республике. Основные задачи ассоциации – разработка планов использования и управления пастбищами, улучшение пастбищной инфраструктуры, представление интересов пользователей пастбищ перед государственными и международными организациями, решение конфликтов между пастбищными комитетами. Членство в ассоциации Су-Самыр-Джайыт-Тары открыто для всех джайыт-комитетов, имеющих пастбищные участки в Су-Самырской долине. Исполнительные органы общественных объединений пастбищепользователей, джайыт-комитеты, выдают пастбищные билеты, контролируют использование и ведут мониторинг состояния пастбищ. Деньги, собираемые за использование пастбищами, направляются на восстановление и улучшение пастбищной инфраструктуры. В прошлом пастбищном сезоне было собрано около 400 тысяч сомов. В 2012 году порядка 700 тысяч сомов. Чему отдать предпочтение – строительству мостов, дорог или восстановлению плодородия пастбищ? Решается совместно на сельском сходе.
За счет собранных средств уже построен мост в селе Кайсар и 2 водопойных пункта на присельных пастбищах Сусамыра. При восстановлении пастбищной инфраструктуры проект применил подход совместного участия – метод Ашара, когда восстановление кошар, строительство купок и септиков для овец, установка микрогэс и другие работы выполняются с широким привлечением местных сообществ. Такой подход, ранее успешно опробированный в Темировском проекте на Иссык-Куле, показал крепкую связь между совместным осуществлением работ и последующей общей ответственностью, обеспечивающей гарантию сохранности вложенных средств. Создание устойчивого производственного ландшафта, сокращающего деградацию присельных пастбищ, это комплексная работа, которая ведется по нескольким направлениям. Строительно-реабилитационные работы по восстановлению пастбищной инфраструктуры – одно из важных направлений деятельности проекта. На данный момент проект построил 56 мостов, восстановил более 50 километров горных дорог. Благодаря этому получен доступ к дополнительным 35 тысячам гектаров пастбищ. В 2011 году жители Сусамырского аильного округа получили доступ к высокогорному участку Карачат и дальнему отгонному пастбищу Сандык. Доступ только к пастбищу Сандык дал возможность выпаса дополнительных 30 тысяч условных голов скота. Для устойчивости ответственность за эксплуатацию и дальнейшее содержание объектов возложена на джамааты. Для улучшения условий содержания скота в зимний период отремонтированы 6 общественных кошар. Созданы условия для хранения сена и других кормов. Мы здесь занимаемся скотоводством. Спасибо проекту ПРООН за строительство моста. Раньше здесь не могли проезжать легковые машины, а теперь могут. И мы теперь без всяких затруднений выгоняем скот на Джайлоу. Скот вошел в тело, получаем много молока и сметаны. Наши дети поднимаются на Джайлоу и пьют кумыс. Отдельное спасибо Байбеку Байке. Благодаря инициативе этого человека нам построили мост и выровняли дорогу. Гости приезжают на легковых машинах, отдыхают на Джайлоу. Спасибо. Помимо восстановления пастбищной инфраструктуры, проекту приходится заниматься и мотивацией местных жителей, чтобы они отгоняли скот на дальние пастбища в летнее время. Для этого в бюджете проекта предусмотрены средства на улучшение быта чабанов. В 2010 году было закуплено и передано Джейд-комитету Сусамыр 6 микрогэс и 6 фотоэлектрических станций – ФЭСов. В 2011 году состоялась передача еще 12 ФЭСов. Это позволило улучшить быт чабанов, находящихся на отгонных пастбищах, обеспечив их электричеством, связью, доступом к электронным средствам массовой информации, улучшило их быт. Много сил было вложено проектом в создание общинного радио, которое стало основным средством массовой информации не только для далеких отгонных пастбищ, но и для большинства населенных пунктов Сусамырской долины. Еще одно приоритетное направление проекта – обеспечение качественными кормами в зимний период, который в климатических условиях Сусамыра длится почти 7 месяцев. По итогам исследования основными сельскохозяйственными культурами для Сусамыра были определены эспарцет и яровой ячмень. Первоначально было засеяно 55 гектаров ячменя элитного сорта Кылым и получен урожай почти 120 тонн. Площадь следующего засева была увеличена в 10 раз. Еще 70 гектаров засеяны элитным эспарцетом сорта Белек. Проект создал в Сусамырском аильном округе семенную базу. В 2011 году средняя урожайность ячменя, выращенного джамаатами, составила 20 центнеров с гектара. Общий урожай – 1100 тонн семян. В денежном выражении доход фермеров равен 11 миллионам сомов. В 2012 году площадь под ячмень увеличили до 1700 гектаров. И несмотря на незначительное снижение урожайности, валовый сбор увеличился в 3 раза и составил около 3000 тонн или 37 миллионов сомов. Весь урожай семян передается членам джамаата безвозмездно, но с условием, что после получения своего урожая 20% семян они также бесплатно передадут другим джамаатам. Это обеспечивает экономическую устойчивость результатов, направленных на сокращение бедности.
Технология выращивания испарцета в Сусамырской долине внесена в систему всемирного обзора подходов и технологий по устойчивому управлению землями ВОКАД, в которой регистрируются лучшие водо- и почвосберегающие подходы и технологии со всего мира. Проект производит работу по восстановлению присильных и придорожных пастбищ и повышению их плодородия за счет снижения нагрузки на них через открытие доступа на отгонные пастбища. Сусамырский проект тесно сотрудничает с другими проектами в области развития. Один из таких партнеров – проект инициатива ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда», основная цель которого – демонстрация взаимозависимости человека и окружающей среды, улучшение планов местного развития и интеграция связи бедности и окружающей среды в эти планы. Проекты сосредоточили свои усилия на решении самых критичных для управления пастбищами проблем. Например, для улучшения семенного материала и повышения урожайности зерна, выращиваемого в регионе, приобретена зерноочистительная установка. В планах совместной работы стоит и приобретение оборудования для обработки шерсти, моек и чесалок. Также для производства земляных работ был модернизирован трактор. На него установили бульдозерный нож и экскаваторный ковш. Новые условия хозяйствования требуют современных знаний. Проект постоянно проводит обучающие семинары и тренинги. Фермеры и владельцы крупного скота получают профессиональные знания по вопросам животноводства и управлению пастбищными угодьями. Повышается информированность и ответственность лиц, принимающих решения. Благодаря полученным знаниям жители не только повышают эффективность своей работы, но и приобретают более активную жизненную позицию. В этом им помогает и Ассоциация пользователей пастбищами, АПП, в обязанности которой входит разработка централизованных планов выпаса скота, контроль согласованного управления и использования пастбищ, своевременное и оперативное реагирование на эпидемии, эпизоотии и форс-мажорные обстоятельства. Благодаря деятельности проекта в Сусамырском аильном округе четко определены институциональные роли и ответственности на национальном и местном уровнях. Сформирована общественная система по представлению интересов пользователей пастбищ перед государственными органами и международными организациями и по разрешению конфликтов между пастбищными комитетами. Разработана правовая база, учитывающая специфику проблем современного управления пастбищами. Местные органы управления также стали более ответственно относиться к вопросам управления пастбищными угодьями. Под руководством специалистов проекта разработана автоматизированная система «Электронный JAID-комитет» для оперативного управления пастбищами. Система позволяет планировать использование пастбищ с учетом качества растительного состава и количества скота, контролировать процесс вакцинации. Система содержит электронную карту Сусамырской долины и позволяет вести учет пастбищных участков, пастбищных билетов и платы за использование пастбищ. Важнейшей функцией данной системы является возможность мониторинга процессов деградации пастбищ. Все внедряемые инновации проходят этапы тщательного изучения, оценки целесообразности и адаптации с учетом возможности применения на всей территории страны. Подводя итоги реализации проекта ГЭФ-ПРООН «Демонстрация устойчивого управления пастбищами в Сусамырской долине, Кыргызстан», можно назвать конкретные результаты. Проведена инвентаризация пастбищных угодий и их экономическая оценка. Разработан план выпаса скота для всей Сусамырской долины с учетом коридоров миграции диких животных. И это очень большой вклад проекта в сохранение биоразнообразия всей экосистемы Сусамырской долины. Теперь жители этой уникальной территории четко представляют границы своих пастбищ и потенциал этих территорий, что немаловажно, так как вопрос устойчивого управления пастбищами всегда связан с конфликтами за лучшую землю и удобные угодья. И проект сделал огромный шаг вперед по смягчению этих конфликтов, помог создать Ассоциацию пастбищепользователей, объединившей 80 пастбищных комитетов из 3 областей, одна из задач которой – вопросы справедливого доступа к пастбищным ресурсам. Но поскольку речь идет прежде всего о жителях этой территории, вся жизнь которых зачастую связана с пастбищами, неоценим вклад проекта в продвижение принципов устойчивого землепользования в сознании людей, прежде всего лиц, принимающих решения. Это очень большой и, может быть, самый важный результат проекта.